Новый способ борьбы с нелегальными таксистами нашли в столице Коми. Нарушители, которые занимаются незаконным извозом, теперь рискуют на время лишиться своих машин. Ревизоры считают, что только так можно заставить недобросовестных водителей соблюдать закон. Как показала практика, штрафные санкции теневых перевозчиков особо не пугают. Репортаж Антона Булаева. Операция представителей сразу нескольких ведомств проходит на конечной остановке Сыктывкарского аэропорта. Патрульный экипаж следует за белым микроавтобусом с надписями «Заказной» на бортах. Салон полон пассажиров. При этом извозчик опережал график регулярного автобуса всего на несколько минут. Автобус прибыл из Ухты. Водитель уверял полицейских, в салоне якобы все его знакомые, и поэтому ехали совершенно бесплатно. Однако сами пассажиры слова водителя опровергли. Он их посадил на конечной остановке, оплату потребовал вперед. За поездку до Сыктывкара взял с каждого по 1000 рублей. Билеты за проезд не давал. Билет является официальным подтверждением того, что человек все-таки получал услугу по перевозке. То есть официальный перевозчик, кроме того, что дает билет, он обязательно страхует каждого перевозимого. В случае, допустим, если случается ДТП у нелегального перевозчика, ответственность за это никто не несет. То есть сам человек, приобретая пользуясь услугами такого нелегального перевозчика, под угрозу в первую очередь ставит свою жизнь. Оказалось, у маршрутки не пройден технический осмотр. Сам шофер перед выходом в рейс не прошел проверку у медика и механика. У перевозчика не оказалось всех разрешительных документов на организацию регулярных рейсов. После того, как инспектор опросил свидетелей, в отношении водителя-нелегала и организатора теневого извоза возбудили дела об административных правонарушениях. Автобус в качестве обеспечительной меры погрузили на эвакуатор и отправили на хранение на специализированную стоянку. Незавидная участь в тот день ждала еще одного шофера-нелегала, который при виде патрульных автомобилей попытался скрыться. Автобус задержали и поместили на платформу автопогрузчика. Впервые была применена мера в виде ареста 2 транспортных средств, 2 автобусов, которые осуществляли регулярные перевозки по маршруту Сыктывкар-Ухта. И, соответственно, они были поставлены на стоянку. Считаем, что данная мера она повысит эффективность совместных действий. И дело будет ограничиваться не только штрафами, а уже конкретными решениями перевозчиков по организации перевозок. За нелегальный бизнес владельцам автобусов грозят солидные штрафы, вплоть до 300 тысяч рублей. Вернуть имущество обратно они теперь смогут только после окончательного решения Фемиды и перечисления денег в доход государства.